Мужчина и его близкие. Уважаемый Али был прямым потомком одного из знатных предводителей казахов среднего джуза, рода Аргын, оратора, полководца и общественного деятеля XVIII века, который в последние годы своей жизни был главой города Ташкента и похоронен в мечети Хаджи Ахмеда Ясауи в Туркестане, Караул Канай Куттумбетула. Унаследовав от своего славного предка природную рассудительность, мужчина уже в молодости снискал к себе глубокое уважение многочисленной родни, знакомых и сослуживцев. Те, в свою очередь, выказывая ему свое почтение, обращались к нему, используя только последние буквы его длинного имени, с благоговением называя его Али. В те времена работа на железной дороге приравнивалась к воинской службе, а Али уже был почетным железнодорожником-стахановцем. Поэтому, благодаря своему весу в ответственных кругах, когда началась Вторая мировая война, он разными путями сумел, ограждая от вероятной гибели, предоставить бронь всем своим близким, записав их всех как ценных специалистов, необходимых для бесперебойного функционирования железной дороги. Таким образом, ни один из близких или дальних родственников не был на фронте. Чтобы обеспечить нужды фронта, в военные годы люди в тылу самоотверженно трудились, вопреки справедливости, из-за перегибов и системных ошибок тогдашних руководителей, простые советские граждане, не имея продуктов питания, были вынуждены всегда жить впроголодь. Воровство по законам того времени каралось расстрелом. Али, понимая реалии, всегда старался хоть как-то помочь обездоленным родственникам. Несмотря на безупречную репутацию и связи, он ежедневно рисковал своей жизнью. Как и многие мужчины того времени, Али круглый год носил национальные казахские сапоги саптам из грубой кожи, подфорты выше колен, внутри которых в холода были массивные утеплители из толстого войлока, а летом они вынимались, и внутри обуви освобождалось пространство. Али на протяжении тех голодных лет ежедневно многократно заходил в зерновые склады и заполнял там свои ботфорты зерном. Не показывая вида, хладнокровно выходил оттуда. Убедившись, что за ним не следят, он направлялся к следующему из очереди домов нуждающихся родственников. Радостные женщины перемалывали зерно и пекли из него хлеб. Вот так мужчина помогал многодетным семьям. В 1944 году, морозной зимой, кровавый сталинский режим бесчеловечно депортировал неугодные им народы в Казахстан. Многострадальные люди, не имея пищи и крова на новом месте, еще не обустроившись, гибли от голода и холода. Некоторые из них, озлобившись, промышляли воровством и грабежами в близлежащих населенных пунктах. В то время почти все местные мужчины были на фронте. Али, узнав, что во многих аулах беззащитные семьи пострадали от рук переселенцев, постарался справедливо урегулировать происходящее. В одной из ночей он собрал 2 десятка своих вооруженных родственников на конях, и они направились в сторону тех селений. Суровые, лютые зимы северного Казахстана переселенцы ютились в наспех построенных ими продуваемых ветрами землянках, а естественную нужду они справляли в вырытых ямах в глубоких сугробах. Люди Али, тихо подкрадываясь к селению, заметили в темноте из сугроба голову мужчины. Среди прибывших на защиту аулов был и Исмагул, известный в округе своей необычайной силой и дерзостью, прославленный в многочисленных драках. Исмагул был сильно зол на нанесенные сородичам обиды, и поэтому с разбега сильно пнул ногой по видневшейся из сугроба голове. От удара голова несчастного оторвалась и покатилась по снегу. Мужчины, найдя в самой большой землянке главного старца среди переселенцев, положили окровавленную голову перед ним. Али, как единоверец, выразил переселенцам свое искреннее сострадание. Также объяснил, что жители близлежащих местных аулов, невиновных в постигших братский народ бедах. Было сказано, что местные поделятся хоть даже последним мясом и молоком, но никому не позволено грабить обездоленных сирот и вдов. С той ночи в окрестности тех аулов воровство и грабежи сразу прекратились. За год до смерти Али оглох на одно ухо и очень плохо слышал. Он стал еще более религиозным, почти все время неустанно молился и постоянно соблюдал пост. Снова и снова перечитывал священный Коран, не выпуская его из рук. Незадолго до смерти, когда еще не было УЗИ, Али сказал своему старшему сыну, жена которого уже скоро должна была родить, что у них родится сын, которого он тогда заранее назвал Ашим, в честь Хашима, дедушки пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В 1960 году, оставив после себя 3 сыновей и 2 дочерей, в возрасте 54 лет после непродолжительной болезни почтенный Сейдкали Жусубула умер. Его внуки родились уже после его ухода в иной мир и не видели своего деда.
Но с детства потомки с гордостью слушали рассказы о всех их славных предках. Ведь в их жилах течет кровь многих поколений мудрых и отважных людей, которые могли всегда пожертвовать всем ради своих близких. Этот рассказ про моего родного деда я написал в 2011 году. Мне еще много есть чего сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.